Здравствуйте, в эфире программа «7 дней плюс» и я ее ведущая Эльзира Юзаева. Есть такое знаменитое изречение: народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущее. Наша история – это знание, это опыт предыдущих поколений, поэтому так важно не разорвать эту связь, тонкую нить между тем, что было, тем, что есть и тем, что будет. Сегодня о важности изучения истории своего отечества, своего родного края, своего народа мы поговорим с нашим гостем. Это историк, археолог, востоковед, председатель общества татарских краеведов Альберт Ахмаджанович Бурханов. Добрый день. Здравствуйте, Альберт Эфенди. Эльзира, большое спасибо за приглашение. Вы правильно подняли вопрос о том, что, не зная прошлого, нельзя определить будущее. Дело в том, что я, когда сам родился на Урале, и в школе еще заинтересовался историей, во-первых, это было связано с тем, что мои предки, дед мой был историк, географ. Потом у меня был любимый учитель из Альметьевского рода. Я учился в Челябинской области. И впервые с 4 класса я пошел в свою родную библиотеку и нашел 10-томные всемирные истории. К сожалению, первого тома не было, был второй том. А второй том начинался история древнего Ирана. И вот с тех пор я увлекся Востоком, интерес к Востоку, именно с Ираном. Даже планировал писать диссертацию по истории Ирана. Но, несмотря на это, Иран и Восток мне всегда был очень близок. Это было связано с тем, что я долгое время работал в Средней Азии, почти 15 лет проводил раскопки в Туркменистане, был в экспедициях и в Иране, а потом уже работая в Казани, 2001 по 2005 год преподавал даже предмет истории и культуры Ирана, история стран мусульманского Востока, были авторами моими коллегами нескольких учебников. Восток всегда тянул и сейчас тянет. Я последние годы связи не порвал. Бывает часто в Турции, в Иране. А вот в Иране вы находили татарский след? Татарский след находили в Иране? Татары везде участвовали, во всех событиях исторических. Среди других стран, Турции, например, очень много татарских деятелей, которые внесли большой вклад в развитие турецкого государства еще османскую эпоху, период уже республики. Всем известные генералы татарские, которые вышли из Пензенской области, там были большими пашами. В Иране тоже есть татарский след. В Средней Азии, само собой, каждая интеллигентская семья, мать обычно выходцы из татар. И татары всегда играли большую роль и в дореволюционную эпоху. Вклад татар и вообще след татар, если в Афганистане достаточно большое количество людей признали себя татарами в последнее время. В Иране тоже есть татары, Средняя Азия, само собой. И вообще самая большая диаспора, можно сказать, в Узбекистане. Почти 500 000 татар всегда проживали в Узбекистане. Сейчас, конечно, поменьше. Но вместе с тем татарский след, куда ни пойдешь, и творческая интеллигенция, особенно местная, всегда татарская. Чингиз Айтматов, у других коллег наших очень много писателей, журналистов, ученых имеет татарские корни, или мать у них, или кто-то. А вот у них насколько сформировано это самосознание? Знают ли они, например, язык, культуру своего народа? Или все-таки это все ассимиляция уже там сыграла свою роль? Вы знаете, здесь конкретному человеку подойти надо. То есть каждому по отдельности надо смотреть, Дело в том, что, естественно, смешанные семьи несут ассимиляционный процесс, но человек все равно постоянно подчеркивает. Даже Муслим Магомаев, хотя имеет азербайджанские, так сказать, в целом корни, всегда говорил, что у нее бабушка татарка. Это какой-то менталитет. Мы всегда гордимся, конечно, что наши были предки татары, но будущее, к сожалению, мы теряем. Но афганские татары, которые недавно признали себя татарами, хотя их раньше писали узбеками, таджиками, туркменами и так далее, сами по конституционному уровню в парламенте принято закон именно как отдельный народ татары. И этим они гордятся. У нас Татарстан последние годы наладил с ними отношения, и эта работа ведется. И вообще у нас даже Конгресс татар и в Академии наук татар, ученые Татарстана, ученые ездят в разные страны, среднеазиатские, кавказские, Иран, Турция, ищут татарские деревни. Да, а традиции, насколько они схожи с нами? Или все-таки там разность в менталитете, она чувствуется? Смотря какая страна, какой конкретной деревни даже. Но что-то есть сохраненное, то, что касается есть сохраненные в Турции, татарских Сабантуи? Есть и в Средней Азии, некоторые живут, кто компактно живет. Но, к сожалению, все-таки местный уклад, окружающая среда влияет. Даже я сам проживаю 15 лет в Средней Азии, в частности Туркменистана, многие выбрал позитивно у них. Например, это
умение помогать, дружить, гостеприимство, теплота, внимание к людям. То есть то, что мы растеряли, получается, да? К сожалению, у нас климат северный, и мы стали теряем более много. жестче. У нас, к сожалению, окружающая среда не всегда позволяет. И татары немножко стали немножко другие, чем они, может, были более древние периоды, средневековые в частности. Но и потом, сами знаете, у нас история очень трагичная, и она тоже наложила отпечаток. Надо было выживать. Не зря же татары, в первую очередь, и сам месяц говорит, живой ли ты? Вот это о чем говорит? О том, что мы всегда стремились выжить. И выжили, несмотря на окружающие другие религиозные ситуации, этнические ситуации. Татары сохранили все-таки язык, сохранили мусульманские вере, остались преданными. И идет постепенно, у нас пытается всегда давить, ну, может, даже в каком-то плане уничтожать, но мы всегда выживаем и остаемся, не теряем свою национальную идентичность. Вот вы говорите, что вы родились на Урале, да? Как сегодня на Урале вообще сохраняется история татар? Есть ли какие-то Вы музеи, знаете, какие-то... Урал тоже разные понятия. Есть Оренбургская область, есть Курган и Челябинская область, есть Свердловский и Пермский край. Вот буквально недавно... То есть одна Россия, но совсем разные даже татары ситуации, разные. да? Не в том, что они... Все они татары, и дель Урала, Волги, Уральский. Я вообще, когда начинаю делить татар на разные группы, самарский, бардымский, касимовский и так далее, всегда категорично возражаю. Татар можно только делить на 3 группы. Это Волго-Уральская большая группа, частично, можно сказать, сибирские, которые коренные сибирские татары формировались отдельно, не те татары, которые стали жителями Сибири, а именно и крымские татары. Поэтому делить татар на маленькие группы, самарский, саратовский, это неправильно. Я всегда своим коллегам подчеркиваю во время конференций и встреч, надо говорить татары Самарского края. Татарчада, русчада шулды, әйтергә Самара төбәгенең татарлары. Вот в этом плане это очень важно. Этим самым мы даем прецедент другим представителям других народов разделить нас. А мы на самом деле, мы этого не должны допустить. Я вот буквально недавно, я часто бываю на Урале, Челябинской области, вот буквально на родине Челябинской области издал книгу памяти своего деда, 140-летие, и вот истории своего села. И часто вот такие конференции мы проводим на Урале с моими коллегами, и в Башкортостане, и Челябинский, форумы. Мы 8 конференций и форумов провели на Урале, Челябинской и Свердловской, Пермской области. Я буквально на днях с целой группой ездили в рамках 14 сельского сабантуя, который проходил в прекраснейшем районе Барда, Пермского края. Прекрасный сабантуй был. Чувствовалась татарская самоидентичность. Татар сейчас там много, достаточно большой процент. Раньше при переписи очень много было башкир, но сейчас татар больше. Именно татары стали гордиться, что они татары. А с чем это связано? А с чем это связано? А перепись, многие вопросы были утеряны, сословный момент. Раньше нас писали башкиро-мишерякские войска, вот эта традиция осталась. А татары, все говорят на татарском, в основном в Бардымском районе большинство жителей. Там в основном живут татары-башкиры и русские. Но многие русские понимают татарский язык. Я вот посмотрел, это достаточно небольшой район, где-то более 26 тысяч человек. Проживает где-то 10 тысяч в самом Барде, если я не ошибаюсь, я, мне кажется, не должен ошибаться. Прекрасно чувствуется национальный колорит, дух. И Всемирный конгресс татар на это тоже большой уделял. Оттуда вышли великолепные наши композиторы, певцы, творческая интеллигенция Барда. Они живут, многие жили в Казани или живут в Казани, но они не забывают, что такое Барда, но при этом всегда подчеркивают, что они татары. Но никогда не говорят бардымские. Мы из Барды, но мы татары. И вот в Пермском крае даже русскими мы общались и на уровне губернаторских, так сказать, работников. Они признают, что татары – это большая нация, вторая нация в Пермском крае. И когда мы проводили по татарской тематике, нас никто не тормозил. Я был в других регионах, нам даже запрещали ставить флаги Татарстана, запрещали слово «татары», цифры татар давать запрещали. Но в Пермском крае мы всегда открыто проводили День науки, татарской науки. Это в 22 году мы провели вместе Национальной культурной автономной татары обществом Пермского края. И Анастасия Анатольевна, это руководитель департамента национальных религиозных работы, она приходила с ним, вместе с нами проводила. И вот у нас наша национальная культурная автономия там добилась авторитета,
у нас Данир, например, Абай, которому сейчас достаточно много лет, известный шахтер, главный энергетик, значит, Западного Урала. Он награжден многими наградами. Недавно Рустам Нургалич его наградил даже медалью за Дуслых орденом. И вот много таких у нас. Ну, это, смотрите, татары заслужили вот этой славы, можно сказать, благодаря своему труду. Притом татары, ведь там местные всегда подчеркивают, что они живут здесь с 9-12 веков. То есть они не диаспоральный народ. Булгарии. Да. Древнетюркские корни подчеркивают. Хотя это северная территория, здесь и финское влияние, ханты-мансии, коми-пермяки, но вместе с тем татары имеют достаточно большим авторитетом. И вот у нас профессор Ислаев, который живет в Казани, он написал несколько работ, посвященных татарам Пермского края. И вот Октябрьский муниципальный городской округ, вышла шикарная, хорошая книга, посвященная северным вот этим нашим коллегам. Поэтому я считаю, мы в последнее время работаем уже в рамках деятельности Конгресса, около 10 лет работаем уже как краеведы, хотя я сам профессиональный историк, археолог и востоковед, но последние годы выделяю именно работе с краеведами. Именно региональная история и татарский краеведение является оплотом изучения истории, культуры нашего народа, историко-культурного наследия, уникальных объектов природы, связанных с татарами. Далее мы их памятники археологии, и эпиграфики, кабр-таштары, нумизматика и тоже. архитектурные вещи сохранились. Плюс архивные материалы, история сел нам показывает. Практически вот в Пермском крае, вообще на Урале очень много книг сейчас выходит, посвященных истории татарской. И вот в этом году Всемирный конгресс, который объявил годом выдающихся личностей, мы большое внимание уделяем деятельности выдающихся личностей. В частности, я вот всегда, когда мы проводим конференции, недавно мы проводили конференции Ишимбаевские чтения в городе Касимов, где памятник Сюмбике поставлена. И уже это мы проводили 6-й раз, будет скоро 7-й на следующий год. Будет посвящено Шакуловой, Сара, выдающейся деятельности татары, да, профессору, который училась в Сорбонне, это Касимова. Мы проводили вот посвященный Табееву, самому Ишимбаеву и другим деятелям. И всегда подчеркивали, нам надо изучать их жизнь. Мы еще многих не знаем, но главная наша фигура у татар, самые большие, которые татары, великие татары, это Габдулла Тукай, это оплот нашего языка, культуры, литературы, и героизм это Муса Джалиль. Поэтому Всемирный конгресс татар в рамках увековеченной памяти пытается помочь регионам ставить памятники. И вот мы считаем, что нам надо изучать их жизнь, жизненный путь, их творчество, гражданский и воинский подвиг, значит, вклад в духовно-культурное наследие нашего народа, жизнь народа и отечества, и, естественно, увековеченная их память. А увековеченная памяти как можно? Это написание книг, это установка мемориальных досок и памятников, это проведение фестивалей, конференций. Ну, имя все это есть можно дать, да? Школе вот, можно дать пример, имя. вот такая брошюрка даже. Я вот сейчас в родном селе пытаюсь, конечно, не все понимают этого. 140-летие своего родного деда, первого основателя моей узбагорякской сельской школы Челябинской области. Мемориальную доску мы поставили 2. Сейчас пытаемся увековечить его память, название школы. А вот в прошлом году мы в Новошишминском районе музея деревни Зерекле Газимову, значит, нашему первому директору музея, который ушел из жизни 2 года, сделали все для того, чтобы депутаты нас поддержали, Новошишминского района, дали честь него Митхату Абы, его мемориальную доску повесили, значит, назвали в честь него музей. Это вот большая работа такая ведется, например, в Мусимовском районе, Язнакаевском, когда выдающиеся личности из какой-то деревни, они ставят мемориальную доску в школах, домах, где они жили. А сейчас в последнее время начали ставить не только участникам войн, Великой Отечественной войны, которые мы всегда ставили, но и афганцам, которые живы, здоровы. Вот поставили почетная доска, здесь живет такой-то выдающийся парень, который служил в армии, сейчас трудится, вдохновляет своих земляков. Да. Альберт Афанди, скажите, ну вот ваше общество татарских краеведов, сколько человек сегодня включает в себя? Вы знаете, у нас в членских билетах как таковых мы отказались от этого, но я знаю, что у нас по всей России 109 наших 109 отделений. Человек. Ведь они люди и разных профессий, да? Сейчас я вам скажу, вот у нас какие? У нас 109 уже структур
Они разные, они могут при школах быть, они в музеях, они могут быть районные, они могут быть областные или республиканские, как у нас в Татарстане, или Марий-Эл, или Ульяновской области. Плюс в Татарстане 64 таких отделений. В Набережных Челнах вот 2 работает, в Мензелинском районе, Азнакаевском. В каждом районе они собираются, ведут свои круглые столы, конференции, участвуют в наших мероприятиях и в Казани, и в Татарстане, и регионах. Мы часто ездим. Мы провели за вот эти последние годы, 8 лет, 9 форумов больших, в том числе евразийских и международных, в Беларуси, Казахстане 2 раза. В этом году в сентябре планируем поездку по Волжью и плюс в Казахстане еще раз. У нас в планах Атырауским университетом договоренность есть. Есть у нас с Камилем Алимовичем Аблязовым, нашим куратором, большая работа в Саратове планируем. В прошлом году мы проехали через деревни Шамуратова, были в Магнитогорске, Оренбургской области 4 дня. Сейчас эти территории затоплены, мы переживаем. Даже кто-то из наших краев пытались помочь, как могли. И те места, Уральские были в Казахстане. Ездили в столицу Ногайской Орды, Сарайчик. Нас всегда Восток тянул, Казахстан-Восток. Я последние годы, вот я 15 лет отдал Средней Азии, ездил в Туркменистан, участвовал в международной конференции, мне очень близко, меня персонально пригласила Чинар Рустамова, это ответственный секретарь Национального комитета Туркменистана по делам ЮНЕСКО. Вот. Мы провели конференцию «Древняя крепость Амуль». Я был там главным докладчиком, мне это было приятно. Я в качестве сюрприза, подарка, я вот подготовил такую книгу и подарил туркменским читателям и нашим, посвященной к этому территории Восточного Туркменистана. Книга достаточно получилась очень хорошая. Я как бы продолжил. А как они вообще относятся вот к этой истории? Это же их история, они с удовольствием, когда татарский ученый этим еще занимался, никто этим не занимался. Я в свое время отдал своих 15 лет жизни, до сих пор эти территории мало кто занимается, местных кадров не хватает, вот они обращались, мне даже в перспективе оказать содействие, хотя бы отпускные, какие-то время приезжать, руководить экспедицией, все возможности есть, оказать содействие студентам, провести спецкурсы. Я планирую эту работу вести совместно со своими коллегами из Татарстана, из Москвы. И в Туркменистане, в городе Чаржов, Туркменабад сейчас называется. Я в свое время в пединституте имени Саиди работал, и эту работу мы продолжим. Плюс Институт истории Академии Туркменистана заинтересован в наших сотрудничестве. Тем более в Туркменистане у нас татарских общественных организаций нет, но есть у нас очень известные люди, татары. Например, Вали Ахметов у нас художник недавний. 1 мая он организовал свою персональную выставку, я сам лично посетил. Они всегда потеют. Потом Рустам Нургалиевич часто ездит в Туркменистан, у нас очень хороший, у нас КАМАЗ-центр там. И Рустам Нургалиевич дружит вторым президентом, сейчас ныне председателем парламента Туркменистана Бердымухамедовым. И частые встречи. И вот это позитивные отношения. Я что заметил, раньше в Средней Азии татарам не очень-то относились, но последние годы мне очень нравятся иранцы, особенно таджики, узбеки, туркмены, азербайджанцы. К татарам относятся с большим уважением, говорят, это вы великий народ, народ Корана, который уважает Коран, первый Коран у нас издан. Вы, говорит, люди науки, у нас очень много выдающихся ученых, писателей. Ну вот вы были, например, в Казахстане, да, вы были на Урале. Вот сегодня такой вопрос стоит, вот чья история Золотой Орды? То есть да, идет я этот передергивание вопрос одеяла. в прошлом году уральский, когда мы были в Доме народа Казахстана, мы это специально подняли и убеждали. Вот Тауфик Акрамович Каримов, который руководит татарскими организациями Казахстана, он даже написал письмо нашему руководству по этому вопросу. Почему в Казани нет таких памятников, почему там нет. Но у нас идет хорошая работа. Мы в Казахстане начали ставить памятники Джалилю, Тукай, вот Семей город, Уральский есть и так далее. Было бы неплохо, мы их, казахстанские, так сказать, памятники Абаю, например, или кому-то поставили бы. Абай-то признавал, что он имеет отношение к татарам, его учителя были татары. И вот это мы всегда говорим, я казахстанцам подхожу и говорю, вы сейчас стали, у вас и Чингисхан стал татарином, казахом да. И так далее. Я им доказываю, что вещи. И мы говорим, общая-то у нас история древнетюркская общая, нам делить нечего. Другое дело, потом народы пошли по разным путям.
Поэтому никогда не присваивайте общую нашу историю. Общее Золотая достояние, Орда, да. казахи тоже были, другие народы тюрки, но татары были лидерами в тот период. Это никуда не денешься. все цари были Термин татары, да. татара имеет более 2000 лет уже, а термин казах или азербайджанцы это совсем свежие названия. Мы знаем, что казахов называли киргиз-кайсаки, это все знают история. Поэтому наша общая история, но татарская история, они пытаются, конечно, и Сюмбике делать своими, Да. других. Но я ни в коем случае, вы сами были уральские, видели это, пытается, конечно, но просто так не возьмешь. История даже России, русские даже шовинистические ученые всегда признавали роль татар в этой истории. Поэтому в истории России когда-то Золотой Орде относились плохо, татарские иго и так далее. Все отказывались. А когда Золотой Орды начали говорить, что это страна городов, Что это культуры, страна цивилизации, все захотели да. иметь Золотую Орду как свою родину. Но мы считаем, что Золотая Орда это империя, там много народу было. Но господствовали тюркский народ, в первую очередь татары, ислам господствовал. Были и православные религии. По-разному относиться можно. Но вместе с тем история Золотой Орды многие ученые же пересмотрели как позитивный фактор истории Евразии. Поэтому я считаю, это очень важный момент. Поэтому мы готовы... Поэтому важно так говорить, поэтому важно так Ну, не встречаться, только говорить, мы должны рассказывать. по части писать. У нас, писать. конечно, специалистов мало в Татарстане, но работа ведется, Институт истории есть, Золотоордынское обозрение, это есть, но это мало. Мы еще мало занимаемся нашей настоящей Ну историей. не поздно ли, Альберт Никогда не Ахмаджанович? поздно, всегда можно, но я считаю, специалистов мало. К сожалению, науку мало тянут. Почему? Почему люди не идут? Ну, внимания к науке все равно маловато, и, к сожалению, некомпетентные были руководители в научной сфере. К сожалению, они погубили, и в университете такие факторы были. Вот это некомпетентные товарищи пришли к власти, и многие хорошие специалисты ушли из академических институтов, из университетских структур. Огромная проблема есть в Уральске, это Старо-Татарская Слобода, где когда-то была гостиница «Казань», да, где была сенной базар, как в Казани, Сенная площадь. Вот я где- вам специально книгу поднимаю. И сегодня это пропадает все. Очень Сегодня много, мы это теряем. проблема. В 2020 году мы в городе Томске, где целый татарский микрорайон старых домов, проводили форум. Ренат Зинурович тогда наш руководил конгрессом. Мы ездили туда целой делегацией поездом, организовали большое собрание, более 200 человек участвовал со всей России, издали вот такой труд. Вот, что хочу сказать, Томске, это был у нас 5-й форум, мы специально посвятили татарским городским слободам. История городских слобод очень уникальна. Если вы знаете, в Средневековье, особенно период Волжской Булгарии, Золотой Орды и других татарских государств, много было достаточно городов, особенно в Золотой Орде. Города стали центрами торговли, ремесла, параллельно кочевали, торговля шла между кочевниками и городскими центрами и в Хорезме, Средней Азии, и Сибири, районе Тобольска, современного Тюмени. Значит, и Приднестровье, современной Румынии, Молдавии, Украине, Крыму, значит, Северный Кавказ, Волжская Болгария, Мордовские земли. Все это, как говорил с вами Федоров Давыдов, мой учитель, занимался патриарх Золотой Орды. Это была цивилизация, городская цивилизация. Это стихия намадов и городской оседлоземледельской культуры. И вот это тогда города процветали. Но потом, после завоевания Казани и других казанских, когда мы потеряли свою независимость, немножко цивилизация изменилась. Но уже в составе внутри российского большого государства, который, кстати, создавали и татары, татары вместе с русскими создавали это огромное государство, мой любимый друг Эдуард Салманович Кульпин Губайдулин, внук Газиза Губайдулина, у нее есть такое понятие славяно-тюркский суперэтнос. То есть Россия состоит из больших, так сказать, мощностей, это славянский, тюркский, финно-угорский. И вот это как раз две наиболее сильные части, это славянский и тюркский, создали на базе древних пластов городской цивилизации, кочевников цивилизации. Новое государство, и Россия, начиная с Петра, стала империей благодаря этому. А все, уже имперский период, начиная где-то 1710-х годов, чуть-чуть даже в некоторых местах раньше, татары осваивали в русских городах и бывших татарских городах свои слободы, купеческие центры. В Москве они были уже в XIV веке, период Золотой Орды. Потом они появились во всех территориях империи, и в Варшаве, и Минске, и Томске, Сибири, и Екатеринбурге,
и в Казани, и Уфе, и это самый Семипалатинске, и других казахстанских городах, и Баку. Да, Татарские свободы, это был второй этап урбанизации татарской цивилизации, татарского народа. Татары внесли благодаря своей образованности, своим купеческим жилкам, Да. своим экономическим мастерским умениям, своей образованности. Они явились как раз центром продвижения культурных достижений экономических во всей Да, Евразии. да. И до сих пор она есть. Но у нас Альберт Ахматович, это очень богатая наша история, очень интересная наша история. Спасибо вам большое за ваш труд, спасибо за то, что вы все это выносите сегодня в свет, в большой мир. Бигзур Ахмет сізге. благодаря Да. именно краеведам, которые живут Которые на местах, везде. и плюс нашим ученым, нашим руководителям, мы сумели добиться, мы выездные поездки делаем по всем территориям, для того, чтобы люди понимали, что И мы знали, представляем да, большой народ. Спасибо вам большое, Бигзур Ахмет сізге. Сау болыңыз. Вся До была свидания.